В Сыктывкаре есть только один именной памятник героям гражданской войны. Это 5-метровый монумент, созданный скульптором Владимиром Рохиным в 1979 году. Это памятник выльгорской девушке Домне Каликовой. Ей посвящали романы, поэмы, стихи. О ней ставили спектакли, писали картины, называли пионерские отряды, даже школы и улицы. Как молодая сельчанка попала на фронт, чем прославилась, и были ли еще люди, совершившие военные подвиги по обе стороны линии фронта. На момент революционных событий 1917 года никакой автономной республики Коми еще не было. Будущий регион входил в состав 3 губерний – Вятской, Архангельской и Вологодской. После событий февраля и октября 1917 года смена власти во всех уездах прошла мирно. В будущей столице региона, на тот момент в уездном городе Усть-Сысольске, в декабре 1917 года создали Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов уезда. Но полноценно советскую власть установили только в июне 1918 года. За месяц до этих событий в Усть-Сысольск, а точнее в соседний Выльгород, приезжает наша героиня, революционно настроенная Домна Каликова. Дом, где жила Домна, до наших дней не сохранился. Известно, что она родилась в местечке Дав, села Выльгород, 1 января 1896 года. Отец умер, когда девочке было всего лишь 3 года. Домне и ее сестре пришлось с ранних лет работать нянькой, прислугой, а в 14 лет Домна вместе с мамой отправляется на заработки. Сначала в Вологду, Архангельск, позже в Ярославль. А в 1916 году Домна приезжает в Петроград. Здесь она устраивается на ткацкую фабрику. Петроград – это родина революции. Конечно, Домна Федоровна Каликова была вовлечена в события, которые происходили в Петрограде. Она активно участвует в демонстрациях. То есть девушка такая революционно продвинутая. Одна из таких демонстраций ткачихи выступает против Временного правительства. К весне 1918 года в Петрограде ухудшилось и без того критическое продовольственное положение. Голод заставил покинуть город многих. Домна тоже вернулась на родину. Советская власть в крае только еще устанавливается. Домна начинает работать сначала в рассыльной земельной управе, а потом она активно включается в большевистскую работу. Она участвует в продотрядах. Именно продотряды привели к тому, что впоследствии крестьяне на разных этапах гражданской войны отрицательно относились к советской власти. Проблема с продовольствием решалась не самым лучшим образом. По селам ездили продотряды, изымавшие у крестьян последние продукты и ценные вещи. Население голодало и страдало то от рук красных, то от белых. Наша героиня продолжала трудиться в Усть-Сысольском комбеде и распределяла имущество зажиточных крестьян. К рассказу о Домне мы еще вернемся. А тем временем в крае шла гражданская война. В истории Коми народа она стала единственной войной, которая велась на территории края. Для Севера и для Коми в том числе она началась в августе 1918 года, после создания так называемой антибольшевистской Северной области с центром в Архангельске. Значительную роль в создании Северной области и Северного фронта сыграли союзные войска Антанты. Основная территория Коми-края – это Печорский уезд, Верхняя Печора, Удара. В 18 году была под властью Белой армии. Усть-Сысольск жил по советским законам. В августе 18 года в Усть-Сысольск приезжает красный командир Морис Мандельбаум, чтобы отсюда отправиться на Печору. Его задача – вывоз продовольственных товаров для Красной армии из-за Урала. Мандельбаум и возглавил все советские части в Усть-Сысольске. Здесь он провел сначала запись добровольцев, мобилизовал он также добровольцев, и вошла вся Усть-Сысольская организация левых эсеров. С оружием и бронированием в Красной армии в Усть-Сысольске был такой смехотворный факт. Не хватало ни того, ни другого, поэтому были вскрыты цейхгаузы, который находился у нас где-то в городе в то время. Хранились там запасы времен Крымской войны. И вот все эти запасы раздавались красноармейцам. То есть они были одеты как гусары, уланы, в уланских штанах запросто. Красные гусары их называли.
Мандельбаум на Печоре разгромил отряд белых и взял Усть-Цильму, а затем Ижму и еще несколько припечорских властей. В самом конце 18 года белогвардейцы предприняли попытку отбить Ижму. Это был один из самых кровопролитных боев за время гражданской войны в Коми. Причем они наступали со всех сторон неудачно. Мешали друг другу путем обстрела, возможно, даже так называемый дружественный огонь. Возможно, от дружественной пули и скончался руководитель белого наступления. Хотели взять штаб, но штаб взять им не удалось. А Мандельбаум приказал выкатить орудие и стрелять картечью по белым в упор. Наличие артиллерии оказало деморализующее воздействие, поскольку белых пушек не было. И в конечном счете они были вынуждены отступить. Потери были большие. В начале 19 года красные отряды разбили противника на Ударе. Красные отряды на Ударе стали называться Вашко-Мезенским полком. Правда, уже в апреле после начала наступления колчаковской армии на юге Коми-края Вашко-Мезенский полк был вынужден оставить Удару и отступить до Средней Вычегды. К началу 19 года армия Колчака захватила Пермь, Чердынь и вышла на Верхнюю Печору. В феврале в Троицко-Печорске вспыхнуло антибольшевистское восстание. Там в это время скопилось очень много беженцев, советских служащих, чиновников различных, ну и, естественно, красноармейцев из Пермской губернии. Вот их и расстреливали. Погибло где-то около 150 человек. Причем расстреливали с народным сходом, так называемым, или с народным судом. Троицко-печорским гражданам эти люди были неизвестны. Расстрелять? Да, расстрелять. Либо топили в проруби. Суд во время гражданской войны у красных это трибунал. Трибунала в Коми-крае во время гражданской войны не было, трибунал был в Котласе, а у белых военно-полевой суд он был, но тоже далеко. Поэтому обе стороны опирались на мнение так называемых народных сходов или народных судей. Пришли белые, начали судить тех, кто до этого участвовал в деятельности комбеда, деятельности продотряда. Иногда даже белые были вынуждены освобождать арестованных большевиков, потому что народный сход говорил, что большевик этот хороший, ничего не сделал, давайте его освободил. Он у нас вообще учителем работает. Вступил в партию большевиков по незнанию или по недоразумению. Таких было достаточно много. В марте 19 года в районе Усть-Кожвы на Печоре соединились отряды Северного и Восточного фронтов белых. Установилась прямая связь между Архангельском и Омском через Усть-Цильму. Соединение белых фронтов в Коми-крае – единственный случай подобного рода за всю историю гражданской войны в России. Усть-Цильма стала важным перевалочным пунктом на пути из Архангельска через Усть-Цильму, через Троицко-Печорск в Пермь, ну и там далее в Омск. Ставку адмирала Колчака. По этому пути проехали множество делегаций. В Усть-Цильме был даже устроен обменный пункт денег. Здесь меняли сибирские дензнаки на архангельские дензнаки. Сюда приехали какое-то количество британских офицеров. Англичане привезли большое количество обмундирования, продовольствия, оружия, медикаментов. Приехал даже врач из Франции. Ижмо-печорские отряды красных, переименованные в Ижмо-печорский полк, были вынуждены эвакуироваться на Верхнюю Вычегду. Эвакуация сопровождалась конфискацией имущества у припечорского населения. По данным историков, только подвод с лошадьми было реквизировано до 3000. В Ижме, Баркаланске и в некоторых других местах красные перед уходом организовали массовые расстрелы. Местное население еще долго помнило о жестокости красного террора. У того же Морица Мандельбаума отряд, когда приходили они и отбирали все, есть очень интересные факты расписок, которые они давали хозяевам дома, отбирая у них то или иное. Например, была расписка на детские пимы, взятые во временное пользование. Не совсем понятно, зачем они бойцу, но тем не менее. Уже летом 19 года сибирское наступление белых распалось. Все красные полки, сформированные на территории Коми-края, это Ижмо-Печорский, Кай-Чердынский и Вашко-Мезенский, были направлены за пределы Коми. Здесь остались маленькие отряды. Это сыграло на руку белогвардейцам, начавшим масштабное наступление осенью 19 года. Тогда же началась массовая эвакуация войск Антанты через Северную Двину и Белое море.
Разумеется, вывозили не только живую силу, но и различные грузы. Большое количество военного снаряжения было выброшено в море. Британцы сказали, что оно все равно попадет в руки Красной Армии. Мы не хотим ее вооружать. Все эти танки, грузовики, пушки, все это и сейчас находится на дне Белого моря и Северной Двины. Наступление белых было успешным. Противостоять было практически некому. Это позволило им взять военную инициативу в Коми-крае в свои руки. В октябре 19 года Усть-Сысольск все еще находился под властью большевиков. Кстати, штаб красных располагался в этом здании. Ныне это Национальная галерея Республики Коми. Наша героиня Домна тоже жила в городе. Только что она стала членом партии и получила первое партийное задание – собрать в городе комсомольскую организацию. В комсомол записалось сразу 25 человек. Среди них была и сама Домна. Это было 28 октября. А 29-го белогвардейцы вошли в Айкино. Весть об этом пришла в Усть-Сысольск. В городе срочно стали собирать партизанские отряды. Домна Каликова вступает в партизанский отряд Усть-Сысольского ревкома. Правда, ей пришлось пойти на хитрость и переодеться в мужскую одежду. Так она попала к Афанасию Маегову. Маегов, как руководитель Красной Армии, возглавил оборону. Оборону возглавлять было, собственно говоря, не из кого, потому что все советские части при приближении экспедиционного отряда Орлова разбегались, а в Усть-Уме, например, на сторону белых перешло 400 человек сразу. Это очень много для подразделений в Коми-крае. И поэтому пришлось оставить Усть-Сысольск и бежать. Бежали до деревни Занолье. Усть-Вымскую группировку красных возглавлял командир Александр Прокушев. Весь его гарнизон вместе с ним бросил оружие и перешел на сторону белых. В дальнейшем он воевал на стороне белых под Межадором, атаковал Чукаипские холмы. К ноябрю практически вся территория Коми-края, за исключением Занулья, была под властью белогвардейцев. Гражданскую власть в Усть-Сысольске возглавил бывший председатель Усть-Сысольской земской управы Степан Латкин. Степан Осипович Латкин обращается к населению города с воззванием. «Я зырянин. Я знаю все недостатки этого края и все его достоинства». Город, оставшийся без властей, начинают грабить. Горожане. Они захватывают лавки, разбирают продукты. Тогда было арестовано 24 человека. Когда пришли к Латкину хлопотать об этих людях, а вдруг расстрел, он сказал, да никто не будет расстрелян. И на самом деле никто из 24 арестованных расстрелян безусловно, не был. Город голодал. И Степан Осипович Латкин обращается к властям Печорского уезда с просьбой оказать содействие в продовольствии. И в Усть-Сысольск начинает двигаться обоз с продовольствием. В торговом доме Дербеневых сейчас здесь этнографический отдел Национального музея расположился штаб белых. Правда, ненадолго. Пробыв здесь меньше месяца, белые покинули город и стали отступать. Красные же, наоборот, вели наступательные операции. Из Вятки на Усть-Сысольск было направлено несколько батальонов под командованием красного командира польского происхождения Болеслава Контрема. Силы красных на Сысольском фронте превзошли белых в несколько десятков раз. Линия фронта откатилась до верховья Вычегды. Белые закрепились в районе Аныба, куда с разведотрядом отправилась и Домна Каликова. Безусловно, женщине удобнее было ходить в разведку. Знание языка, женская разговорчивость приводила к тому, что она приносила очень ценные данные. Во всяком случае, ее в отряде достаточно высоко ценили. Есть воспоминания Афанасия Маегова. Мы расположились в Поповском доме. Когда я вошел, я видел, как бойцы, уставшие днем, спали в разных местах. Домну Каликову я увидел в переходе из одной комнаты в другую. Она сидела, прислонившись к двери, с винтовкой в руках и крепко спала. Аныб оказался роковым для Домны. Здесь ее узнали как красную разведчицу и выдали белым. На первом допросе Домна сказала, что она простая крестьянка и идет к своим родственникам в одну из вычегодских деревень. Домна Каликова, она ведь действительно не привлекала к себе внимания, если бы ее не узнал Малевинский. Был такой сын священника из Усть-Сысольска. Он ее, наверное, хорошо знал.
Сколько Каликова работала в Усть-Сысольске и в Ильгерте, она была членом комбеда, она, наверное, многих обидела. Комбедовцы отбирали, реквизировали все, что попало, не только землю, но и инвентарь, и продовольствие. Ну и, наверное, к священнику тоже заходили и тоже как-то обижали. После допроса в Домну Каликову перевезли в Помоздино, где находился карательный отряд поручика Вяткина. Как добиралась Домна до Помоздина из Аннеба, до сих пор загадка. Конечно, было холодно. Везли ее не очень хорошо одетую. Помогли одеться и сами те конвоиры, которые были на санях. Потом в Великополье какая-то сердобольная бабушка дала что-то шаль, еще тулупы. Вот это двухэтажное здание было построено уже в то время, когда здесь был образован свой Помоздинский район в 1949 году. Но на этом месте в 19 году находилась изба местного торговца, коммерсанта Василия Кунгина. И именно в том доме Кунгина во время гражданской войны находился арестантский дом. И именно сюда привезли Домну Каликову. Помоздино бережно хранят память о той жестокой войне. За клубом, рассказывают, красные рыли траншеи в ожидании белых. Правда, после их прихода убежали. У противника были пушки. Белогвардейцы сюда пришли в ноябре 19 года. Ушли только в марте 20-го. Началась такая не очень понятная вещь для населения. Потому что армия не воюет, потому что войны уже не было тогда. А что делать, когда армия не воюет? Шастает, так сказать, пьет. Половина отковы, половина русские приезжающие. Мне рассказывали, что приходят, например, 4 человека, так, мы будем здесь жить. Вот. Вас 5, вы будете жить там в подполе. Предупреждают, так скоро будем пить, будем стрелять. Так, вы там, так сказать, немножко отодвиньте, мы вам попадем, начинаем стрелять направо подпол. Стреляют, до сих пор есть места, где можно до пули находить. Потом на следующий день говорят, ну, простите, квестора, говорят, ну, вот такие есть, вы пришли, дурные мы. Я даже в своей еще жизни видел, как 2 старика дергали друга за бороду, говорят, ты был за красных такой, ты за белых. Этот старинный двухэтажный дом в центре Помоздина когда-то принадлежал местному купцу Изикилю Порошкину. На первом этаже были магазины, на втором жила его семья. Здесь сейчас школьный музей. Сегодня на первом этаже находится исторический зал Помоздинского школьного музея. А в 19 году здесь находился штаб белых. И в этом помещении проходил последний допрос Домны Каликовой, прежде чем ей вынесли приговор. В то время, когда отдавался приказ, скажем, на уничтожение Домны Каликовой, не было уже смысла что-то у нее спрашивать, какие там силы, что-то еще. Потому что было уже негласное перемирие на так называемом Аннебском фронте. Мы не нападаем, и вы не нападаете. Меня до сих пор волнует именно этот вопрос. Кто отдал этот приказ? Ягвов – так называется одно из самых красивых мест села Помоздино. Возвышенность недалеко от Вычегды, где растут вековые сосны. Здесь стояли 2 огромных амбара, и дальше там еще были 2 дома 2 родных братьев. Больше ничего не было. Здесь шла санная дорога для лошадей, и по этой санной дороге привезли Домну на расстрел. Говорят, за 3 часа до этого один из братьев сделал проруби. Говорят, что прорубь была, так сказать, двухслойной, то есть там внизу тоже был лед. И после расстрела Домну хотели просто-напросто туда кинуть прорубь, но не удалось. Если бы ее кинули, да, если бы прорубь была не двухслойная, может, в принципе, ничего никто и не знал бы. Местные потом рассказывали, что Домна до конца не верила в приговор. И, увидев местных ребятишек на улице, когда вели ее на расстрел, просила сообщить родителям, как будто надеялась на помощь и заступничество со стороны жителей. Расстреляли Домну 22 декабря 1919 года. Ровно 3 месяца ее тело пролежало в снегу, на льду Вычегды. И только ближе к концу марта вспомнили о ней. Выкопали из-под снега и увезли в Усть-Сысольск. Недалеко от берега реки стоит памятник. Там 2 имени – Домны Каликовой и коммуниста Алексея Шомысова. Его тоже расстреляли белые.
После падения Архангельска в феврале 2020 года сопротивление белых в Коми-крае стало бессмысленным. Нижнепечорские, Ударские белые формирования сложили оружие. В марте красные овладели Анебом. Гражданская война в Коми-крае закончилась 9 марта 1920 года, когда сдался белый гарнизон в селе Ущугар. В конце марта тело Домны Каликовой доставили в Усть-Сысольск и похоронили с почестями на Кирульском кладбище. Домна стала героиней гражданской войны. Мифов на самом деле с Домной Каликовой связано много. С первых минут советской власти она шла к своей цели, к определенной цели. Жена Афанасия Маегова жаловалась на нее, что Домна Каликова положила глаз на Афанасия Маегова. Но это тоже одна из легенд о красивой девушке. Девушка, которая хотела бы добиться своей цели. Не знаю, добилась нет или не скажу. Она, наверное, боготворила все-таки Афанасия Маегова, потому что где он был, там была Домна. В мирное время просто уехала, сбежала с Усть-Сысольска, чтобы прибыть в Анеб, где Афанасий Маегов. И так получилось, что именно Афанасий Маегов потом вел следствие все по делу Домны Каликовой. Был ли военно-полевой роман, или это просто красивая история, придуманная кем-то, мы уже не узнаем. Дальнейшая судьба Афанасия Маегова тоже имела печальный финал. После войны он работал на руководящих должностях в Коми-области, заведовал кафедрой Института Красной профессуры, преподавал в военной академии имени Фрунзе, был кандидатом философских наук. В 1937 году Маегов был репрессирован и умер в 1942 в лагпункте Ветлосян, реабилитирован в 1956 году. У нас работал очень интересный человек, Игнатов Валерьян Павлович. Как-то он показывает на работу Энгельса Козлова и говорит, все не так было. Его мать была одной из последних людей, которая видела Домну Каликову живой. Была холодная комната в доме купца Езекииля Порошкина Помоздина. Его маму попросили обыскать Домну. Но обыскать она ее не стала, а просто, в общем-то, они немножко поразговаривали. Она не была в платье, а поскольку она шла в разведку, это было мужское платье. Часто ее называют «боец Ваня», потому что многие даже и не поняли сначала, что это была женщина. У нее не было одного валенка, и была очень нога обморожена. Начиная с 40-х до 80-х Домне Каликовой посвятили не одно литературное и художественное произведение. В 1939 году драматурги Степан Ермолин и Николай Дьяконов написали пьесу «Домна Каликова». В 1942 году ее поставили на сцене. А в 1945-м художник Николай Жилин написал картину о допросах Домны. Художник Николай Лукьянович Жилин рисовал ее со спектакля. Там Домну Каликову играла Глафира Петровна Сидорова. И поэтому то, что мы видим на этой работе, это, в общем-то, мизансцена со спектакля. Поэтому, естественно, там и Латкин немножко не похож, а его Мысов в то время играл. И эту работу в свое время очень ругали, потому что считалось, что должен быть какой-то пафос, должно быть мучение и так далее. А здесь получается практически эротика. С этой работы началась целая такая кавалькада образов Домны Каликовой в коми-искусстве. Потому что, наверное, чаще вот ее никто не появлялся у нас на полотнах. На картине и ее эскизах, кроме Домны, присутствуют еще два персонажа. Это Степан Латкин и, вероятнее всего, бывший красный командир, а ныне белый штабс-капитан Прокушев. Именно Латкина, губернатора без губернии, как напишет о нем Виктор Савин, и будут изображать мучителем Домны Каликовой. В чем есть надуманность ситуации с Домной Каликовой? Тебя будет допрашивать сам Латкин. Это, казалось бы, должно эту девушку было сломать. Но Латкин говорит, я ее в глаза не видел. Я ничего о ней не знал вообще об этой Домне Федоровне Каликовой. И вот здесь опять противоречие. Когда понял ужасную суть этой ужасной гражданской войны, он сказал так. Я это понял, будучи помощником, когда уже ехал обратно в Арслан. Говорит, мне сказали, что убили Домну. Ну уж если мы начали убивать молодых девушек, это что-то страшное. Домна, к великому сожалению, получила здесь физическую страшную смерть, а Латкин получил здесь же именно нравственную смерть. В советское время, разумеется, ему были предъявлены обвинения, что он приговорил к казни несколько сотен человек. Но на самом деле он этим тоже не занимался, потому что не уходил в состав ни военно-полевого суда, ни в состав народных так называемых судов и сходок.
Он занимался гражданскими делами, самоуправлением. Учреждал место советов и земства, организовывал продовольственное снабжение, дрова там, ну и прочее. То есть это был гражданский чиновник. Степан Латкин, уроженец Усть-Сысольска, был агрономом по специальности, а по политическим взглядам эсеровцем. Когда в 18 году в Усть-Сысольск пришли большевики, Латкин пытался покинуть страну. Но в Архангельске вступил в добровольческий полк Белой Северной армии, дослужился до подпоручика. А осенью 19 года вместе с отрядом Орлова приехал в Усть-Сысольск как гражданский чиновник, возглавивший белую власть в Коми крае. После отступления белогвардейцев Латкин покинул Россию и уехал в Лондон. Там он открыл книжный магазин и даже, говорят, выписывал газету «Югут-Туй». А в 25 году вернулся на родину. В Саратове у Латкина жил сын, и именно там он и обосновался, но ненадолго. Степана Латкина арестовали. Позже приговорили, как потом напишут, к расстрелу по просьбе трудящихся. В 1927 году был расстрелян в Москве. Ему также инкриминировали то, что он лично допрашивал Домну Каликову и участвовал в приговоре ее расстрела, в то время как на самом деле он Домну Каликову в глаза не видел. Это есть в следственном деле Латкина, которое хранится у нас здесь, в управлении ФСБ по Республике Коми. В местной печати появляется целый ряд статей по Степану Осиповичу Латкину, и автором их является Афанасий Маигов, Виктор Савин, которые говорят и представляют уже Степана Осиповича Латкина как изверга-злодея, на совести которого 113 расстрелянных. При этом стараются описать Латкина карикатурно. Плешивый человек, глаза которого холодные, даже когда он смеется, человек, который льстит и подлизывается, дабы уменьшить себе срок или уйти от расстрела. У Николая Осиповича Латкина были и брат, и сестра. Брат сразу отказался от Латкина, а вот сестра, та, наоборот, поддерживает Степана Осиповича Латкина и даже приезжает во время следствия в Усть-Сысольск. Именно в письме к ней, которое было перехвачено, Степан Осипович Латкин еще и еще раз повторяет, что в расстрелах не участвовал, Домну Каликову не знал. В 2021 году прокуратура Республики Коми полностью реабилитировала Степана Латкина. Чем же закончилась война для остальных ее участников, чьи фамилии прозвучали сегодня? Бывший красный командир, перешедший к белым, Александр Прокушев после войны был отправлен в Вологодский концлагерь, где даже успел проработать писарем, но в конечном счете был казнен. А вот дальнейшая судьба красного командира, поляка Болеслава Контрыма, больше была похожа на авантюрный роман. Болеслав Контрым после окончания гражданской войны стал польским шпионом. Перевез в Польшу семью и устроил целую авантюру, инсценировав свою смерть. Контрым завещал себя похоронить на родине, а уже там восстал из мертвых и продолжил службу в погранвойсках Польши. После начала Второй мировой войны перебрался во Францию, а затем в Англию. И оттуда был десантирован в Польшу и воевал как партизан на ее территории. А после окончания Второй мировой войны остался на родине. И в Варшаве был арестован как враг социалистической Польши. Следствие по Контрыму шло достаточно долго, а в 1953 году он был повешен. Вот такая интересная судьба у человека, который воевал гражданскую войну у нас здесь, в Коми крае, освобождал Усть-Сысольск от белых. В Белой армии были тоже свои герои, и, например, капитан Орлов – это один из совсем немногих белых офицеров, в котором написано в энциклопедии гражданской войны. Как о офицере, как о герое. О человеке храбром. Всегда шел в бой впереди, подбадривая своих бойцов. В бой ходил всегда пьяный. Он погиб в деревне Лена, но при этом там он успел жениться. Он человек такой был, очень активный. Ну и красный командир Мориц Мандельбаум, австрийский подданный по профессии уличный актер, попавший в плен в Первую мировую войну и принявший большевистские идеи. В 19 году Мандельбаум был арестован за грабеж печорского населения и условно осужден на 5 лет. Он дальше воевал на других фронтах, а к концу гражданской войны исчез.
По слухам, еще в 60-х годах Мориц Мандельбаум проживал в Австрии. В 30-е годы Кирульское кладбище ликвидировали. Местным жителям предложили перезахоронить своих родственников в другом месте. Могила героини гражданской войны осталась нетронутой. О ней не вспомнили и сравняли с землей вместе с другими оставшимися могилами. Где сегодня лежит дом Накаликова, можно только предположить.